Насаад Кейджи представляет шейх Абдишукур Ажи Нарматов. 7 людей, обещавший Аллах. Уважаемые братья, в хадисе пророка, мир ему и благословение, говорится: в судный день, когда не будет иной тени, кроме тени Аллаха, 7 будут под тенью Аллаха. Первый – справедливый правитель, имам. Имам – это не только имам мечети, а каждый человек-руководитель, который, где бы ни управлял, справедливо. Во главе этих – вышестоящие управляющие, которые управляют страной. Дай Аллах нашему правителю быть справедливым имамом, который начал свое дело сегодня, и дай возможность ему быть под милостью в судный день со всеми его прежними коллегами. Второе. Ко вторым, кто найдет прибежище под тенью Аллаха, отнесены молодые люди, которые выросли, поклоняясь Аллаху. Говорится. Третьи люди – это 2, которые любят друг друга ради Аллаха, которые встретились из-за любви и расстались только ради Аллаха. Не те, которые дружат за богатство, честь, мандат, высокую должность, а сближаются ради Аллаха. Если расходятся, то на пути Господа. Даже если расходятся, то из-за того, что он не из тех, кто на пути Аллаха, не выполняет его приказы. Он на другом пути. 4 категории людей, которые получат укрытие под тенью Аллаха в судный день, относится мужчина, которого позвала к себе красивая женщина с высоким положением, а он отказался и сказал: «Я боюсь Аллаха». И женщина, которая поступила так же. Аллах укроет их под тенью в судный день, говорится. 5 – тот, чье сердце привязано к мечети. 6. 6-м из них будет такой человек, который получит укрытие под тенью, которую дарует Всевышний в день суда. Это тот, кто настолько скрытно дает милостыню ради народа, родины, религии, что даже левая рука не знает, что дает его правая. Не жалуется сделанному, не хвастается, не рекламирует. 7. Это человек, который будет под тенью милости Аллаха. Это тот человек, который в одиночестве вспоминает Аллаха, проливая слезы, спрашивает себя и говорит: «Неужели я достоин милости Аллаха? О Аллах, даруй мне свое милосердие, я боюсь твоей кары». Этот человек, вспоминающий и восхваляющий Аллаха в уединении, будет под тенью милости Аллаха. Пусть Аллах даст нам всем возможность быть под его милостью.